Как мне тебя, Бадма, отрекомендовать? У тебя такой широкий род занятий. Предприниматель. Хорошо. Сам Бадма Худут, здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях предприниматель Бадма Будаев. Сам Бадма. Сэн. Мы с тобой первый раз встретились почти 10 лет назад. Ты тогда только продал свою компанию, так писали газетчики, за $1 миллион Яндексу. И ты тогда пришел, я тогда работал на телеке, ты пришел, у тебя была рубашка и полувера, и у тебя была совсем другая стрижка. И сейчас передо мной сидит совсем другой человек. И за эти 10 лет до меня иногда периодически наносились всякая инфа о тебе. Типа ты, кончая с того, что ты стал диджеем, потом ты родил детей, ты жил в Штатах и что-то еще. Короче, ты прям как герой какого-то художественного фильма полнометражного. Очень круто, мне нравится. Да. Как бы ты сам описал, что произошло за эти годы, пока мы не виделись? Блин, походу произошло что-то похожее на то, что ты рассказываешь. Да, много разной фигни. И, наверное, по порядку лучше все это. Хорошо. Первые перемены, которые в тебе видны, они касаются твоей внешности. Ты согласен, что внешность человека, она отражает его внутренний мир? Безусловно. В той или иной степени? Безусловно. Хорошо. Вот я когда смотрел на тебя тогда и когда я смотрю на тебя сейчас, такое ощущение сейчас, что ты, типа, знаешь, поучаствовал в фильме «Пляж». Ты видел такой фильм «Пляж»? С Ди Каприо? С Ди Каприо, да. Как будто бы ты потусил на Пангане и познал многое, чего не все люди познают и все такое. Прикольно говоришь, потому что на Пангане был как раз в 2013 году и проникся там этой культурой, но там я постриг свои волосы на Пангане. Так. Вот, поэтому мой образ был оттуда, на самом деле, взят, а после этого я особо так не путешествовал, не считая Индии, Гималаев. Хорошо. Тогда ты делался вообще прямо, как почти что как белый воротничок. Знаешь, когда мы виделись с тобой на «Голосе кочевников» сейчас, да, то ты прямо был как хипарин одет. И даже сейчас у тебя видна фенечка. Да. И мы виделись днем, ты был одет иначе. Я переоделся 3 раза за день. И ты стер лак с ногтей. У тебя был черный лак. Да, я стер, потому что он уже слазил, и я не хотел, чтобы зрители видели слазящий лак. Хорошо. Ты можешь сказать о своем внешнем виде, что он отражает? Он отражает, не знаю, я решил, что нужно было на интервью одеть белую рубашку, вот, и черные штаны. Вот, собственно, и все. И мне моя девушка поставила сюда этот значок, он очень красивый. Блеск. Вот. Ты второй парень в ЛНД, который я видел, что красил ногти. Да, класс. А кто был первый? Юлий из бурятского андеграунда. Ну мы с Юликой, я знаю, да. Да. Но меня научил красить ногти Батху, все знаете про это. Давно ты начал красить? Не знаю, год 3, может, 4. А как тебя это вдохновило? То есть, Короче, я был в Голландии, в Роттердаме, и там покрасил ногти в первый раз. В маникюрном салоне, да. И, короче, пришел домой и начал по дому ходить и начал замечать. Я офигел, что все-таки это не фигня какая-то, реально он меняет твой образ. И тогда как бы в этом утвердился. А каким образом Бадма меняет образ? Можешь рассказать? Это как, я не знаю, вот если у тебя есть сережка там, или, я не знаю, у тебя у меня нет сережки. Фенечка, например, у тебя есть кольца. У меня есть кольца, да. Да, кольца меняют однозначно как бы образ. Есть если у людей есть внимание, чтобы заметить это деталь, тогда она меняет. Ясно. Ты себя полнее чувствуешь с лаком или без лака сейчас? С лаком, наверное. Хорошо. А тебе бывает такое, вот ты в ЛНД, когда приехал, тут не все же люди догоняют тему с лаком, тебе какие-то предъявы или что-нибудь такое кидают? Пока нет, слава богу. Не было такого, хорошо. Да, но я двигаюсь с пацанами. В натуре, да? Конечно. Типа, если предъявы кинут, то есть кому подъехать? Да, они просто не кинут. Хорошо, ладно. Мы записываем это интервью в четверг вечером. А договорились мы во вторник вечером. Недалеко от этой студии, ты помнишь, как это произошло? Да. Я к тебе подошел. Меня тогда, кроме твоего лака, я обратил внимание еще на 2 вещи. Что у тебя старый iPhone, хотя у тебя имидж чувака, у которого дохера денег. Это не старый iPhone, это 12 мини. Ну что ж, это ладно. предыдущий, да. Окей. И у тебя в телеге есть галочка. Да. Что это за галочка, Бадма? Это Telegram премиум. Я первый раз такой, это просто ты платный аккаунт держишь. Да. Я думал, ты там какое-то имеешь отношение. Или даже онлайн. Окей. А что у тебя за аватарка такая цвета ультрамарина? Блин, у меня аватарки очень часто, и что-то в последнее время все надоело, и решил просто поставить монолит. Окей. Ты типа финансист. Да. Ты можешь обрисовать, чтобы люди, которые вообще не в теме, что это такое, чем ты занимаешься? Моя Ты специальность... все еще финансист же, да? Я не перестану им быть, наверное. Хорошо, тогда будь добр, пожалуйста.
Ну, проект, на который последним я был вовлечен как финансист, это мы делали IPO. Одна из кипрских компаний, которая занимается разработкой мобильных игр с русскими корнями, выходила на биржу на NASDAQ в Нью-Йорке, привлекала команду, соответственно. Вот. Команду, которая поможет им выйти на эту биржу. И как раз моя специализация в финансах – это помочь делать финансовую отчетность для этих проектов. То есть мы делаем в России, ну или за рубежом, бухгалтерскую отчетность по международным стандартам финансовой отчетности. Если вкратце, то так. Хорошо. Это работа твоей мечты, можно так сказать, Бадма? Нет, я делал это за деньги. А какая работа твоей мечты? То есть, если бы тебе не платили, ты этим не занимался бы? Конечно, нет. А почему? Ну, потому что скучно. Скучно, хорошо. А если говорить про работу твоей мечты, это какая работа? Блин, я всю жизнь ищу эту работу с моей мечты. Еще не нашел? Я думаю, что нет. Хорошо. Я пробую. Ты вообще известный чувак вот в мире финансов, там, IT и всего вот этого? По миру? По миру? Ну, это было бы грубо сказать. Я думаю, нет. Нет? А по России ты известный? Я думаю, нет. Хорошо. Когда мы договорились с тобой о записи, я с некоторыми товарищами из типографии я обсуждал, что вот придет Бадма, все такое. И мы начали обсуждать, все, конечно, помнят эту новость насчет того, что у тебя $1 миллион. И типа разговоры были такие, а что, Бадма сейчас типа богатый, или он сейчас на мели, или его золотые времена прошли? Твои золотые времена прошли, Бадма, или ты по-прежнему сейчас как бы... Я думаю, они еще не были. Еще не были, да? Да. Тот просто... Та штука, которую ты вспоминаешь, как бы она просто взорвалась здесь, в Бурятии, но для меня она не имела такого фундаментального значения. Ну, типа, это местные просто газетчики растрещали? Да. Хорошо. Давайте интервью до сих пор полюсу. Ты считаешь себя богатым человеком? Я думаю, да. Где критерии богатства? То есть, какой человек является богатым? Внутреннее богатство. То есть, это никак не связано с деньгами? Я думаю, нет. А если измерять деньгами, то ты богатый? Достаточно. Как это Ты расплывчатое... хочешь понять, сколько у меня денег? Да, я не да. скажу. Но у меня есть 500 тысяч рублей, я готов их инвестировать на своем блоге. Приходите, смотрите. Окей. Ну, типа, ты можешь себе позволить сейчас вообще не работать и жить спокойно? Я это делаю. Ух ты. А сколько ты уже живешь? Первый месяц. А сколько ты еще можешь так прожить в Бадма, не работая? Я думаю, годик точно. Может больше. В зависимости от трат. А какие у тебя вот сейчас траты? Ты сейчас в Улан-Удэ базируешься? Ну, я базируюсь нигде, скорее всего. Вот базируясь нигде, сколько тебе надо денег, допустим, в месяц, чтобы себя на плаву держать? Плюс-минус. Ну, у меня, понимаешь, там двое детей, перелеты. Ну, короче, да, 200 плюс, наверное, надо 200 быть. плюс, хорошо. Если говорить о твоей работе, ты чувствуешь себя полезным обществу и миру? О какой работе ты говоришь? О работе в сфере финансов. Я думаю, да, полезность есть. А о какой еще работе я мог бы говорить? Ну, не знаю, может, вспоминаешь время, когда я делал свой стартап или... Не, я говорю про нынешние времена. Да, нынешние, окей. Хорошо. Но для тебя есть вещи какие-то важнее денег? Я смотрел твой блог, и там всегда все сводится к деньгам. Всем привет! Это Бадма. У меня есть 500к. Я хочу заработать бабла. Ну, это такой концепт. Концепт блога. Да, я просто долго думал, чтобы снять. Очень хотелось начать что-нибудь снимать. И подумал, в чем я разбираюсь. Подумал, окей, я в чем-то разбираюсь. Я бы хотел, на самом деле, про музыку и про искусство снимать, но подумал, что мне недостаточно кредита это делать. Поэтому я решил пойти в финансы, потом начал изучать, что в финансах, не рассказываю же про бухгалтерию. И вот нащупал такую как бы нишу, что ли, да, где вот и фокусироваться только на этом бабло. Ну, это интересно. Тебе вообще интересно про бабло разговаривать? Я думаю, да. А вот не напрягает, когда я начинаю вопросы, там, которые твое личное бабло и все такое бабло? Не, меня напрягает. Напрягает? Да. Ну, ты можешь это делать. Хорошо. Бадма, помнишь, ты участвовал в выборах? Бадма Будаев – один из самых молодых, успешных, талантливых интернет-предпринимателей Бурятии. Его IT-компания в Москве заняла лидирующую позицию среди аналогичных бизнес-структур столицы. Вернувшись на малую родину, он основал компанию Workspace по разработке новых интернет-технологий с участием талантливой молодежи Бурятии. Моя миссия – это поддержка занятости молодежи, высокопрофессиональных IT-специалистов и молодежного предпринимательства. Уважаемые избиратели округа номер 29, наш кандидат Бадма Будаев. Расскажи, что за тема?
Короче, 2014 год в Улан-Удэ проходят выборы в городской совет. Первые выборы, по итогам которых будут выборы в мэра. Ну, то есть они беспрецедентны в этом плане. Потому что до этого мэра выбирали прямыми выборами, то есть люди, а здесь начали выбирать депутаты горсовета. Соответственно, как бы важность горсоветского депутата выросла. А я в это время жил в Москве и встретился с одним чуваком, бурятом, ну, тоже деятель наш какой-то чинуш. Вот. И он мне говорит, а что ты, про тебя написали в Информполисе, не хочешь, типа, там, поучаствовать в выборах? Я говорю, блин, нормальная тема, всегда хотел кем-то быть в Бурятии, какими там... Тоже чинушем? Чинушем, да. Ну, да. Именно, ну, управлять чем-то. Ну и все, подумал, классная тема, надо попробовать. И в целом у меня был план всегда вернуться в Бурятию из Москвы, на ПМЖ уже в Бурятии остаться. Вот. Ну это как-то совпало, я решил попробовать. Чем все кончилось? Кончилось, ну, каким-то полученным опытом. Понятно. Я слушал твой подкаст, где ты говорил, который вы писали в ноябре с чуваком из Сиэтла. Ты рассказывал про свой опыт, как вы стояли, и ты сам раздавал листовки. И ты упомянул, мне бросилась в уши фраза, что тебе было стыдно раздавать листовки. Почему, Бадма? Ну, знаешь, это как слышать свой голос или увидеть, как на видео тебя снимают, например, и тебе как бы неудобно за самого себя, то, как ты что-то делаешь, короче. Ну, такая, типа... Все, я понял. Да, такая штука. А какое у тебя отношение к нынешним властям в Бурятии? У меня отношение к властям негативное. Почему? Почему, Бадма? Ну, просто по дефолту к любым властям. Из-за того, что они власть. Типа, ты просто отрицаешь любые авторитеты? Ну, я не отрицаю, как бы просто негативное отношение к ним. По дефолту это, тебе не кажется, Ну, что это... ну да, может быть, это звучит по-детски, но просто я подумал, что с ними лучше вообще не иметь дела. Почему? Объясни, почему? Потому что вообще институт власти, мне кажется, это достаточно устаревшая вещь, и к тому же в современном мире, да, когда столько есть всего, ну, как бы коммуницировать с властью нет необходимости даже, вот так, и лучше этого не делать. Потому что там как бы... Ну, неинтересно там. Ну, типа, есть какие-то вопросы, которые все равно будут решаться через них. Не, по-любому в ГАИ нужно пойти, по-любому, как бы там, в паспорт поменять. Все, ну, да. Ну, ты приходишь, там люди работают, ты с ними можешь не общаешься, конечно. Но просто в целом они скорее не нужны, чем нужны. Ну, окей. Ты хотел бы изменить здесь жизнь к лучшему в Улан-Удэ? Да, безусловно. Как бы вот ты поменял бы жизнь? Что бы ты сделал бы? Мне кажется, образование нужно. Ну вот если мы захотим менять образование, мы же по-любому должны будем с властью как-то коммуницировать. Не обязательно побольше бы богатых людей в Бурятии, тогда было бы образование, может быть. Хорошо. А сейчас, Бадма, у тебя остались еще какие-то типа амбиции пойти во власть или что-нибудь типа того? Тебе хочется еще чем-то поуправлять? Мне хочется постоянно чем-то управлять, проектами, людьми, наверное. А пойти во власть, ну, не в бурятскую точно, и не в американскую. Нет, наверное, с властью пока не хочу общаться. Но если будут какие-то изменения, я всегда буду рад вернуться. Почему ты про американскую упомянул? Ну, потому что я там жил какое-то время, люди многие начинают сравнивать, типа, вот у нас в России плохо, типа, а где-то в Штатах хорошо, типа. Хорошо. Я так не думаю. Типа в Штатах лучше, чем в России? Мне кажется, там даже хуже, наверное. Почему, Бадма? Расскажи, пожалуйста. Сколько ты там прожил, сначала скажи? Ну, чуть больше года. Почему хуже в Штатах, чем в России? Ну, я могу судить, например, по бюрократии. Как бы там, мне кажется, она гораздо более жесткая. То есть гораздо больше бумажек, чем нужно подписать, чтобы какой-то сделать. И это бюрократия, она как бы объективная, да, она как следствие вот этой огромной системы, да, института демократии, который они создали. Ну, как бы от этого не лучше. В Германии то же самое. Как бы, там все очень медленно, очень медленно. Вот. Ты в LA же жил? Да. Как там? Там же большая вообще бурятская община в LA. Ну, я бы сказал, что да. Насколько да. большая, Бадма? Ну, у нас был однажды типа туз днем на каком-то пляже, в общем. Я приехал, там было человек 30, наверное, человек 30, и не все приехали, наверное. Но в целом, как бы, я себя чувствовал абсолютно в Улан-Удэ, реально. Там нас встретили. Там очень много народу. Там Маша Шанти точно Маша есть. Шантанова, Кто да. еще? Там еще чувак какой-то Лама есть. Балто, Султимов, Балто. Кто-то еще, да. Как там буряты живут? Вообще чилят, мне кажется, Вообще классно. чилят, да? Да.
все хорошо двигаются. Сейчас очень много народу из Бурятии едет в Штаты через Мексику. Ты бы советовал бы ехать туда? Я считаю, каждому нужно посетить Америку в любом случае. Но там же обычно они по теме беженцев едут, и потом они долго не выездные оттуда. Не, ну они сами должны выбор сделать. Я там не хотел жить. По причинам каким? Ну, мне в России больше нравится. Типа поэтому уехал обратно. А можно было остаться, да? Да. У тебя дочка же родилась в Штатах. Ты был женат. Да. Мы можем про эту тему аккуратненько поговорить? Да. Ты был женат 2 раза. Да. Тебе понравилось быть женатым? Да, это было клево. Прикольно, да? Да. А скажи, пожалуйста, Бадма, какие плюсы и минусы, когда ты женат? О, Вот мы начнем с плюсов, если ты женат. ну это близость. Самый главный плюс, Близость. да. А минусы? Минусы – это ограничение свободы. Хорошо, хорошо. А вот если сравнить жизнь, когда ты женат, и холостую жизнь, тогда холостую плюсы и минусы это какие? Свобода. Это плюс, а минус? Все остальное минусы. Остальное все минусы, да? Да, Окей. А вот этот плюс свободы, он перевешивает все остальные минусы или нет? да, Перевешивает, да? Строго перевешивает. строго. Хорошо, хорошо. Тебе прикольнее быть женатым или холостым? Это сложный вопрос. Пока живу холостым. То есть ты не ответил себе на этот вопрос как будто до конца еще? Да, мне кажется, ты всегда как бы в каких-то сомнениях и прочее. Ну да, наверное, не могу сказать. Потому что вон там сидит моя девушка, она тоже, наверное, думает, что я тут говорю. Хорошо, хорошо, хорошо. Ты, получается, раз ты был женат, ты и развод тоже пережил. Да. Расскажи, пожалуйста, что это за тема? Это Когда очень хуевая тема, реально. оба раза было очень хуево. Да. Есть совет для тех, кто планирует разводиться? Нужно быть максимально осознанным, без горячки, сесть подумать, сесть вместе поговорить. Ну и действовать холодно, но жестко. Если вы решили расстаться, то нужно расстаться как бы безболезненно максимально. А вот ты сказал, что хуевый опыт. А в чем хуевость этого опыта Ну, состоит? эмоционально сильный. То есть, как бы, когда ты рвешь связь, это всегда больно. Долго это тянется, эта боль? Ну, в зависимости, насколько ты ее запустил. В твоем случае, в твоем Ну, случае. несколько лет, да. Ты несколько лет от каждого развода отходил? Да, да. Охренеть. Сейчас ты отошел? Что помогает, что вот тем, кто развелся, что может помочь эту боль прожить? Спорт. И ну, правильное отношение к жизни вообще, мне кажется, победит все. Есть же такая тема, что когда чувак типа разводится, у него должен случиться там период катежа там, и продажных женщин и всего такого. Не, он случился давно, раньше. Уже неинтересно. Хорошо. Ты, получается, отец 2 дочек. Да, Ты думаешь, ты хороший отец? я думаю, да. В чем твои плюсы как отца? Что позволяет назвать тебя хорошим отцом? Я люблю их. Мне кажется, и они меня любят. И это главное. Хорошо. В чем ты свою роль как отца видишь? Что ты должен делать? Помочь им остаться собой. Каким образом? Ну, в первую очередь, материально обеспечив и морально не задавив. Окей. Когда ты расстаешься с женщиной, и у вас ребенок, ты потом после этого какие-то отношения поддерживаешь с их мамами? Конечно. Ну, типа, вы сейчас можете там встретиться, там конструктивно что-то обсудить, поговорить, что такое? Да, конечно. Окей. Ты хотел бы еще раз жениться? Или типа 2 раза достаточно? Ну, сейчас не хочу. Не факт, что не захочу снова, как бы не вижу в этом проблем. Ну, типа, зачем это надо? Зачем ты? Ну, блин, есть в этом на самом деле свои. Это же важный ритуал, как бы признание от женщины в твоей толпе, ну, как это правильно сказать. Ну, типа, что должно произойти, чтобы вот ты решил эту формальную процедуру сделать? Это же дело, то есть можно же, допустим, там любить человека, но не обязательно быть женатым на ней или на нем, да? Но то есть это для чего, что происходит, когда ты вдруг хочешь это оформить? Ну, это по-разному. Я не знаю, что произойдет сейчас, в 3-й раз. Я не знаю. Первые 2 раза, ну, как-то
Не хочу говорить в камеру, реально. Хорошо, Как без проблем, без да, проблем, Бадма. Потому что другие люди вовлечены. Ну, я понимаю, да. Я могу тебя спросить, что тебе вообще нравится в женщинах и в девушках? Я обожаю женщин вообще. Считаю, самые красивые, плохо сказать вещь, но самый красивый объект – это женщина. Ну что ж, это Да, вполне это не понятное живопись мнение. там или что-то еще, а вот именно женщина, да. А что ты ценишь в женщинах, Бадма? Какие женщины тебя прельщают? Хочется сказать, что харизма это будет классно, Ага. но, наверное, нет. Мне кажется, эстетика какая-то, если я вижу, что есть какой-то там изгиб правильный. Изгиб то- какой, физический или Да, внутренний? да, физически. Ого. Да. Это какого рода изгиб? Я не знаю, он должен быть, каждый раз уникален же. Ты просто. Изгиб тела какой-то, мы об Ну, одном изгибе говорим? да. Ну, Хорошо. как бы это обязательно, что он должен стоять в какой-то позе, да. Но просто ты в целом, когда человек заходит, ты же чувствуешь его силуэт, скажем так. Я понял. Шейп. Да. Хорошо. А есть что-то, что тебя отталкивает? Что в девушках тебя отталкивает? Неуважение К чему или кому? к мужчинам, Окей. Доводилось сталкиваться? конечно. Окей. Мы с тобой почти ровесники. Получается, тебе ближе к 40 сейчас. Да. И ты сейчас в отношениях, как я понял. Да. Бадма, если что, пришел с девушкой. Расскажи, пожалуйста, какие ожидания у чувака от отношений, когда ему ближе к 40-ке? Я вообще, моя религия кайфовать. Да, если ты как бы кайфуешь, я не знаю, там не нужны какие-то концепции, методологии, какие-то просто. ты То есть просто кайфуешь. получать кайф. Да. Ты ждешь чего-то от отношений в этом возрасте сейчас? Или ты просто сегодняшним чистым моментом живешь и кайфуешь? Ничего не ждешь? Чисто сегодняшний момент. Хорошо. А типа конец этой истории тебе виден или не виден? Я конец своей истории вижу, а нашей не знаю. Хорошо. А конец своей истории, Бадма, расскажи, пожалуйста, какой? Ну, он просто придет. Ага. Мы говорим о физической твоей кончине. Да. Хорошо. Окей, ладно. Ты закончил старую школу. Да. Ты в кварталах вырос? Да. Чего смеешься? Да, ну я просто хотел на самом деле снять документальный фильм, короткометражку про 43-й квартал, где я вырос. Что там, почему этот квартал достоин Ну, короткометражки? не знаю, у нас какая-то, мне кажется, сложилась там особая субкультура в 90-х годах, ну, когда я рос. Ты общался там Конечно. со Шпаной? Шпана Кварталовская. Но я им не являлся, но общался, конечно, мы все. Ты не являлся шпаном? Не был Нет, шпаником? Нет. А кем ты был? Спортсменом. Спортсменом был? Да. То есть, если бы, допустим, к тебе бы, я бы подошел бы в 99-м году, например, и спросил бы, ты кто такой, ты что бы мне ответил? Кстати, я не помню, но когда спрашивали, ты кто такой, это мы за братвой были, это 90 или 89-й, типа 90-е. Братвой были. Потом появилось разделение на шпану и спортсменов. Ну, короче, все эти штуки. Ну да, это прикольно. Это прикольно было. А что прикольного? Ну, структура, понимаешь? Полукриминальная Да, структура. да, это прикольно. Вот знаешь, я когда был в Л.А., там есть Комптон район, короче, я специально туда съездил, ну там оттуда все рэперы. И реально на этих супермаркетах охрана стоит на выходе. То есть у нас даже охранников нет на выходе, а там вот именно в этом районе, в Штатах стоит охрана на выходе, потому что воруют. И общий вайб реально мне показал, что я оказался вот реально в 90-х. Было также некомфортно и страшно. Потому что ну, тебя шапку могли сорвать там, да, или что еще. А тебе тогда было страшно и некомфортно? Да, однозначно. Хорошо. Ну, я просто не совсем понимаю, ты говоришь, что это прикольно, а с другой стороны, что страшно и Ну, некомфортно. это прикольно. В этом... Типа было страшно, но сейчас ты скучаешь по этому времени. Ну, я не скучаю по этому времени. Не, хорошо, что больше этого нету, однозначно. Просто это как бы наша история, ну, моя личная, да. И в ней я сформировался. А если вот Бадма, сейчас к тебе подошли бы и спросили, ты кто такой, ты что ответил бы? Я Бадма Будаев, Откуда будешь, Бадма? 43-го квартала. Окей, хорошо. А ты сам откуда родом, Бадма? Баргажане? Маргажины. Брат Халтевыш. Да. А ваш же не юходы бы. Ба инженер. Тебе ты же? Ты же жизнь программист. Христа говоришь, не брат Халте. Жизнь абену. Зе. Вая. Где ты сейчас живешь, Бадма? Я живу у своего друга. В Омде. Да.
Ты приехал из Москвы. Да, То есть ты типа большую часть времени проводишь в Москве. да. Какие у тебя дальше планы, что ты будешь делать после УЛМД? Сколько ты здесь пробудешь? Я еще неделю здесь буду и планирую поехать в Монголию. Такую вот этнографическую экспедицию, скажем, себе пытаюсь устроить на месяц, может больше. Что ты будешь там делать? Изучить монгольский хочу. Ты, наверное, с Батху будешь там как-то Да, связан. хотим. Как вы с Батху связаны, кстати, Ну, мы через Нерпу познакомились, наверное. Ну, или чуть раньше. Это может еще в быть. старое время вы познакомились, Да, получается? да. Окей. Ты, получается, всю тусовку знаешь московскую, бурятскую, Батху, там, ты с Хаски, наверное, общаешься тоже? Ну, не то, что с Хаски общались, виделись пару раз, может быть, через Батху. Юлика, конечно, Бурандер знаю, Нерпу знаю. Ну, как бы, все вроде, да. Ну, как это, не вся бурятская тусовка, это вот определенный кластер, скажем так. Окей, я спросил тебя, где ты живешь. У тебя были мысли после 24 февраля уезжать из России? Я, наоборот, приехал, по-моему, 25-го. 25-го откуда? Да, из Кипра. Ну, типа, ты как относишься к этим событиям, которые происходят? К военным событиям в Бадма? Я занимаю нейтралитет. Почему нейтралитет? Тебе пофигу до тех, до других? Мне кажется, это самая философская правильная позиция сейчас. Хорошо. Как тебе сейчас в Улан-Удэ, когда ты приехал? И все остальные твои приезды? Плохая архитектура, красивейшая природа. Ну и так всегда было, наверное. Что тебе больше всего не нравится в городе? Новостройки. Ага. А что больше всего нравится в Улан-Удэ? Виды с оленей. Окей. Что самое заметное, когда ты далеко находишься от Улан-Удэ, вот из движа, который здесь делается в Улан-Удэ? Движа? Да, что кипит больше всего? Кипит. Что видно на расстоянии? Кого видно на расстоянии? Ну, если про общество говорить, мне кажется, что это бросается в глаза плотность общения. Именно вот одноклассники, тут родственники, здесь родственники одноклассников, и все так жук-жук-жук по барчикам сидят. Не-не-не, я вообще про движ, я имею в виду про всякий культурный движ, тут же есть всякие тут движухи там. Ну я на самом деле не успел еще как-то ворваться, не считая, конечно, голос кочевников. Ну и как бы очень круто, очень много людей, много красивых людей. Эти сцены, да, куча наших бурятских артистов, куча классной еды. Ну, короче, я был очень удивлен, вдохновлен. И круто было очень. А ты сейчас на постоянке готов жить в Улан-Удэ или нет? Нет. Почему? Типа, что должно измениться в Улан-Удэ, чтобы Хочется лучше публичный транспорт, чтобы был развит, чтобы не зависеть так сильно от машин или от такси. Вот, хочется больше зелени. И хочется, ну, не знаю, больше просто хочется город иметь. Привык уже к большому городу. Думаешь, это поменяется здесь? Во мне поменяется ли это? Я пытался же здесь жить, вот когда я приехал. Не, я думаю, что поменяется то, что ты сейчас упомянул, типа, что здесь стрёмно с транспортом, что... Не, я думаю, я уверен, что здесь поменяется. Ну, просто ты чувак, типа, из того поколения, которое сейчас вот прямо эти рычаги начинают все брать, и, типа, если ты не будешь менять, то кто-то будет менять. Я знаю людей из бурятов Росавтодора, наших земляков. И вот там прикольные челы, наши ровесники, Это и кто? они двигают, ну я не буду говорить его, но я знаю, что он как бы прогрессивный. То есть есть люди там, кто что-то там крутит, но я пока себя не вижу там. Но мне кажется, я надеюсь, что в ближайшие лет 10-20, ну что-то начнет меняться как бы, потому что, ну иначе никак уже. Ну ладно. Окей. Я смотрел один из твоих последних видосов у тебя на блоге, на ютубе. Ты там говорил насчет акций, крипты и искусства. Сейчас никуда инвестировать нахуй не надо, короче. Потому что полная неразбериха на фондовых рынках США, полный пиздец, который творится в нашей стране. Все это перекинулось в криптомир. Будем говорить, наверное, об инвестициях в искусство. Это как-то более, наверное, будет правильно. И когда ты говорил про искусство, ты сказал, что ты купил себе 4 работы. Да. Что за работу ты себе купил дома? Я бы показал, но... А ты можешь показать, а мы покажем потом на экране. Потом. Ну, конечно, на потом монтаже скину сделаем. просто. Да. Окей. Значит, раз, два, три, четвертую забыл. Давай про две расскажу, потом про остальные. Давай. Одну картину я купил в Санкт-Петербурге, мы делали нерпу, и прямо на тусе я познакомился с девочкой, художницей.
которая забежала там нам в каморку и такая говорит, я только что нарисовала этого самурая, короче, за несколько часов, ну, на одном вдохновении. И такая показывает, такой крутой самурай. Я такой, давай я тебе куплю его. Это была моя вторая или третья покупка. Просто я купил вот так вот девочке. Прямо там на месте? На рандоме, да. Почем взял? Я взял ее за 5000 рублей. Хорошо. Потом было еще несколько покупок, более дешевых. Следующую большую я сделал покупку в Берлине. Я вот был там 1,5 месяца назад. Мы тусили с одним дизайнером, молодой художник, Коля зовут его, Елисеев. Вот. Очень перспективный молодой человек. И я подумал, что почему не взять у него картину за 400 евро. Там такие горы и 2 фака, короче. Я видел эту картину. Да. Да. В твоем блоге видно немного помещения, в котором ты снимаешь. Там висит бурятский флаг. И там я видел работы Юлия из Бато. Там висят батошные темы. Как ты связан с Бато и с Юликом? Мы друзья, я помогаю его движухе. Расскажи, как вы сблизились? Там вообще все было банально. Я купил футболку «Боже, храни бурятский андеграунд». Мне она так вперла вообще. Я так думаю, блин, наконец появились челы, которые в Бурятии делают что-то прикольное. У меня был такой взрыв Инстаграма. Давно это было? Это было 2 года назад, ну чуть меньше. Да, и все, мы встретились сначала с его другом, потом у меня друг познакомился с Юлькой, мы начали тусить, и офигенски, я много времени провожу с ними. Да, и по блогу тоже создается впечатление, что вы часто тусите. Да. У вас типа разница тоже почти лет 20. Что вас объединяет? Ты себя типа на одной волне вообще с ними чувствуешь? Абсолютно, абсолютно на одной волне. Благодаря чему? Не знаю, почему так. Просто, во-первых, как бы общий вайб, может быть, наш как людей так совпало, что мы как бы нужны друг другу. Типа, а зачем тебе нужен он? Ну, очень вдохновляет, как художник, да. А зачем ты нужен ему? Спросите его лучше. Хорошо. Если он здесь будет сидеть, я его спрошу. Спроси обязательно. Окей. Что тебе больше нравится из того, что они делают? Мне кажется, то, что они начали делать тусовки, это очень круто. Слушай, а ты как чувак с баблом, ты как-то вкладываешься как меценат в такие вещи? Ну, чуть-чуть, может. Не то, чтобы я их финансирую. Они все делают сами. Немножко помогаешь просто? Да. Хорошо. Я правильно понимаю, Бадмаш, что ты еще и диск-жокей? Да. Под именем Бэдмен? Yes. Корректно же будет перевести как плохой человек? Корректно. Почему ты выбрал себе этот никнейм? Да это не то, что я выбрал никнейм, просто молодежь, с которой вот типа Юлика, там я общаюсь, они такие Бадма. В Москве же сложно все, Бадман, Бадма. И все они такие Бэдмен. И плюс сейчас же популярен UK рэп, и там Бэдмен особенно часто используется у них в речитативах. Ты, получается, тоже через Юлика попал в мир диджеинга и электронной музыки? Нет, через Нерпу. Через Нерпу, да. Хорошо. Как ты себя оценишь как диджея? На 3. По 10-бальной или по 5-бальной? 5-бальный. Хорошо. Слушай, в последнее время многие ассоциируют мир тусовок и дискотек с миром препаратов, расширяющих сознание. Насколько ты думаешь, это адекватная оценка? Мне кажется, вполне. Вполне адекватная. Какие у тебя самого мысли, соображения на этот счет? Не употребляйте наркотики. Реально? Конечно. Назови несколько причин, по которым не стоит их употреблять. Они ослабевают волю. Ослабляют волю? Ослабляют, да. Ты говоришь это по чужим рассказам или у тебя самого есть опыт, который... Конечно, по чужим. По чужим. Хорошо. Ну, это типа ты без иронии говоришь? Да. Или по приколу? Без иронии. Реально ослабляют? Да. Вся наркота ослабляет? Или некоторая наркота? Я думаю, надо саморазвитием заниматься, а не хуйней. Слабо наркотики хуйня? Конечно. Я представляю, не понимаю, ты угораешь или не угораешь? В этом фишка. Хорошо. Есть шанс, что не угораешь? Конечно, есть. Хорошо. Я так понял, что ты в теме за випассану, за випашину. Випашьяна, да. Випассана, да. Випашина. Я просто раньше всегда слышал, випашьяна говорили, а потом начали говорить випассана, видимо, с англоязычных источников. Ты в теме? Ну да, я был пару раз. Ты на ретритах прям был, где они там по 10 дней сидят. Расскажи немного, что это за тема. Ну, ты где сидел в ретрите? Как? Где в ретрите сидел? Я сидел в Подмосковье и в Штатах один раз. Где больше понравился? По-разному. В Штатах ультракомфорт был, а
в Подмосковье было очень атмосферно. Расскажи, что это за опыт, что там происходит? Ну, это 10-дневный ретрит, уединение. За городом 100 человек собирается, принимает на себя несколько обетов на эти 10 дней. Первый из которых это молчание, неубивание, то есть животных, соответственно. Типа комаров нельзя хлопать. Да, комаров тоже нельзя хлопать. Ну и еще что-то, то есть ты не можешь телефоном пользоваться, не можешь читать, не можешь спортом заниматься. В общем, ты на себя 10, сколько там обетов берешь, 10 дней чилишь, медитируешь, в 4 утра просыпаешься, первая медитация, и так вот они нон-стоп идут до вечера, просто с перерывами на обед и прогулку. А сейчас ты медитируешь? Нет. Почему? Ну, хотя неправильно говорить, что нет, я медитирую, да. Ну, просто очень редко, да. Очень редко. Что ты себе представляешь? Ты можешь сейчас, допустим, для меня небольшую медитацию устроить? В моем понимании медитация – это фокусирование внимания на одном объекте. Для простоты выбирают объектом дыхание, и ты просто следишь за дыханием, за своим вдохом и выдохом. Может, давай сделаем 3 дыхания просто. Давай мне закрыть глаза. Нет? Хорошо. Я вдыхаю. Ну и в общем, таким упражнением ты занимаешься, ну, какое-то время, на випассане, это час. Понятно, что ты не можешь постоянно держать внимание на дыхании, но основная фишка в том, чтобы возвращать свое внимание обратно к дыханию. То есть это такая реально тема про волю. То есть ты сидишь и возвращаешь свое внимание к дыханию. То есть ты смотришь стрёмный фильм, но возвращаешь внимание к фильму. Это стрёмный фильм, да? Ну, это очень скучный фильм. Мне понравилось сейчас дышать с тобой тут. Подышать? Классно, Ну, да. 3 раза нормально было. Да. Вместе всегда офигенно вообще. Хорошо. А можем к теме наркоты чуть-чуть вернуться? Давай. Я сейчас думаю, как не запустить, чтобы нас за пропаганду не проектовали. Ты последний месяц употреблял что-нибудь? Нет. Смотри, а если, допустим, твои дочери тебе бы спросили бы совет, типа, папа, в нашем кругу появляются наркотики, что ты можешь сказать нам насчет этого? Пробуем вместе. Реально, да? Ты бы с ними готов был попробовать? А какой прикол пробовать вместе? Почему ты не скажешь, просто не пробуйте? Ну, это тупо, они все равно это делают. Лучше быть вместе в такие моменты. Хорошо. Ты все интервью куришь или пыхтишь, как правильно говорить про эту штуку? Парю, да. Паришь. Для чего? Тебе помогает это для общения или Да, что? я торчу на никотине, страшно. А в чем прикол? Типа, это как сигареты? Да, это никотиновая парилка. Здесь жидкость никотиновая, здесь испаритель. Тебе хорошо, когда ты куришь ее? Я думаю, нет, я просто уже привык. А ты обычно сигарет куришь? Нет. Типа, это, а почему это? Ну, просто курил сигареты обычные, потом эта штука появилась, вот мои 20-летние друзья меня подсадили. 20-летний это Юлик? Но он не курит. Хорошо. А ты выпиваешь сейчас? Да? С удовольствием? Нет. Зачем ты выпиваешь? Ну, как социальный какой-то такой. Помогает общению? Да. То есть тебе немножко сложно коммуницировать? Да нет, наоборот, чтобы люди могли расслабиться, как бы, и не парились, что я не пью. Просто алкоголь, я не могу сказать, что меня он там слишком берет, и даже если берет, мне не очень прикольно с ним. И мне больше нравится скорее трезвым. В данную секунду ты вообще чистенький, супер. Да. Понятно. У тебя, когда смотришь твои глаза, кажется, что эти глаза видели очень-очень много и побывали в очень далеких мирах и видели там страшные вещи. Ну, это тоже правда. Понятно. И в то же время, Бадман, у тебя очень добрые глаза, Спасибо большое. как у моего дедушки. Вот. Тебе сейчас будет скоро 40, через 2 года. Да, Это типа почти половина жизни. да. Ну, плюс-минус. Слушай, Бадман, если подвести небольшую черту по тем, что уже прожито, что больше всего понравилось за эти 40 лет? Что больше всего понравилось? Вот, типа, топ событий, которые в памяти первые приходят, самое кайфовое, что было за 40-ку? Дети родились. На работе успехи какие-то.
Куча тусовок, Тусовки. Дети, работа, тусовки. да. Тусовки, ну, то есть, типа, танцы или что? Что вы Да, имеете в виду по да, танцам? ты знаешь, я первый раз, по-моему, в клуб пришел в Трюм, или, может, и не в Трюм пришел, по-моему, Александр Хаус. Я помню Александр Хаус. Или Титан Квартал, где есть сейчас, там был Квартал. Я помню, ну тот стрёмно считался после хаоса. Да, но он был рядом с моим 43-м. что ж. Да, мы там без курток туда бегали по зиме. Ну, поэтому, как бы, вообще, вечеринки, это, не знаю, такой параллельный мир мой, который всегда был со мной. Я понял. Вот эти вот 3. А если ты сейчас вспомнил самое клевое, что было за 40-ку, а самое стрёмное за эти 40 лет, что было? Самое стрёмное, Ты можешь такой антитоп сделать? антитоп. Ну, сложно, реально. Не помню стрёмного. Скучно иногда было, может. Да. Веселее с 20 до 30 или с 30 до 40? Когда кайфовший. Да, в каждом возрасте свои, наверное, плюсы. Ну, просто с 30 ты уже более как-то шаришь. И кайфуешь как бы больше, мне кажется, от этого. Хорошо. А 20 как-то ты что-то переживаешь. Ладно. Пару вопросов еще буквально. Самое клевое место в Бурятии? Наверное, там вот эта местность, где спящий лев. Самое клевое место на планете? Москва. Самая красивая бурятка? Ксения. Самая красивая... Ксения, это девушка, которая сидит на диванчике. Самая красивая не бурятка? Самая красивая не бурятка. Кая Гербер. Самый красивый бурят? Сейчас я скажу, как его зовут. Короче, Брэд Питт из фильма «Саянец» делал. Сколько бы ты лет хотел прожить Бадма? 140. Здоровье – это самое главное в жизни? Нет, Что важнее здоровья? свобода. Любимое кино твое, Бадма? Нет такого. Любимая музыка? Пси-транс. Ага, любимая книга? Нет такой. Кремация или погребение? Только кремация. Ты счастлив, Бадма? Да, Что делает тебя счастливым? свобода. Замечательно. Мы закончили. Спасибо. Офигенский.